Бисмилля. Бисмилля. А ты просто сделай за меня дуа. جرب بدي 20 مكنة يلا تعال تعال ايش بتسوي حجر حجر Камень, камень подвинь. بس حطه هنا ايوه بس ايوه Да, просто поставь его здесь. ايوه تمام يا Да, вот سلام так. عليك. هذا الهدف اصلا واو. Сотни воздухоохладителей под землей. И под нами расположены трубы с холодной водой, которые должны охлаждать Аль-Харам полностью, чтобы когда человек приходил, он сосредоточился на том, что важно. Каждый, кто приходил в заповедную мечеть, замечал, что плиточное покрытие даже в полдень бывает холодным. Оно не обжигает ноги. Секрет в разновидности мрамора. Этот мрамор специально завозят сюда из Тассоса. Это греческий остров, гора в Греции. Они привозят мрамор именно оттуда. Этот мрамор отличается тем, что отражает солнечные лучи и жар. Вы можете заметить, что все плиты заповедной территории направлены в сторону Каабы. Почему? Например, сейчас мы находимся в месте, где люди совершают ритуальный бег. Когда прозвучит азан, люди будут знать, в какую сторону им направляться, даже если Кааба им не видна. С инженерной точки зрения это было нелегко сделать. Посмотрите на эту линию. Она идет неровно, и было сложно поставить плиты таким образом. Все плиты заповедной мечети делятся на зоны. За ними следят специальные люди и обрабатывают их. Как вы сейчас видите, брат Шаабан занят очисткой плит. Любые трещины в мраморе фиксируются и исправляются. Другая услуга, о которой я не знал, это приложение Аль-Максад. Кто из вас знает это приложение Аль-Максад? Это приложение приведет тебя к любому месту в Аль-Хараме, куда тебе нужно. Все хорошо? Да, на 100%. Прекрасно. Ты нажимаешь кнопку «Старт», можешь поискать для себя какие-то определенные места, и приложение покажет тебе, где они находятся. Например, тебе нужны услуги для инвалидов. Если ты хочешь узнать, где находится область глухонемых или место, где раздают инвалидные коляски, это приложение все тебе покажет. Приложение доступно на разных языках. Сейчас, например, мы хотим пройти к воротам короля Фахда номер 79. Особенностью программы является то, что ты не обязательно должен быть подключен к интернету. Она работает через GPS. Нажимаю. Программа говорит, что до ворот короля Фахда идти 2 минуты. Это нужно для того, чтобы облегчить людям посещение мечети, чтобы они тратили время только на то, для чего сюда прибыли. Мы добрались до этих ворот. Также очень важна звуковая система, аудиосистема. Мы говорим об одной из самых больших звуковых систем в мире. Она работает, маша Аллах, табарак Аллах, с нулевым коэффициентом ошибок. Здесь находятся 4 звуковые системы. Одна из них работает. Если она приходит в неисправность, вторая сразу же автоматически начинает работать, чтобы звук никогда не прерывался. Когда имам читает или когда муаззин призывает на намаз, молящиеся могут сосредоточиться, почувствовать смиренность и благоговение и ни на что не отвлекаться. Неважно, каким бы красивым ни был голос имама, если его голос искажается или прерывается, молящиеся придут в замешательство. По всей территории находится 6000 колонок, 4 звуковые системы и 50 человек, отвечающих исключительно за звуковую систему Аль-Харама. Представьте, что 80% мусульман в мире не арабы. 5 стран, в которых живет самое большое количество мусульман, это не арабские страны. Индонезия, Пакистан, Индия, Бангладеш и Нигерия – все это не арабские страны. Учитывая то, что заповедная мечеть в Мекке для всех мусульман, этим мусульманам было решено предоставить переводы смыслов Корана на 65 разных языках.
Мы присутствовали на пятничной проповеди. Тема ее была очень важной, речь шла о национализме и расизме. Теперь представьте, что большинство людей, находящихся в заповедной мечети, не могут понять, о чем говорит хатиб. Поэтому им предоставляется синхронный перевод пятничной проповеди. Они берут наушники, вставляют в телефон и могут послушать хутбу на своем языке. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya, dan agung dengan kebaikan akhlaknya. Также есть очень важная категория людей, которая должна понимать пятничную проповедь и получать от нее пользу. Это глухонемые люди. Здесь есть сурдопереводчики, чья работа — приходить на пятничную проповедь и переводить ее на язык жестов, чтобы глухонемые тоже смогли ее понять. Мы одна из первых общин, которая стала заботиться о людях с ограниченными возможностями. Аллах велик, Он и славен, порицал посланника, да благословит его Аллах и приветствует, за то, что он отвернулся от слепого. Здесь находятся копии священного Корана, напечатанные шрифтом Брайля, чтобы слепые могли читать Коран в заповедной Мекканской мечети. Помощь людям с ограниченными возможностями — это один из приоритетов в Аль-Хараме. Таким людям здесь предоставляется великое множество разных услуг. Здесь есть 10 тысяч таких кресел, которые выдаются бесплатно. Также есть инвалидные коляски с электроприводом. Всего 400 таких колясок, и они предоставляются для инвалидов бесплатно. Также есть коляска будущего. Ее еще нет в заповедной мечети. Но, иншаллах, в будущем она появится. Это тройное кресло, в нем могут ехать 3 человек. Вместо того, чтобы совершать таваф с одним человеком, помощник может катить сразу 3. И, конечно, она электрическая. И этот человек сзади стоит, а не идет.